учат в школе или система образования устаревает. В рамках сегодняшнего ролика я вам расскажу про 3 навыка, которые, на мой взгляд, во-первых, полезны, а во-вторых, круто было бы их внедрить со школьной скамьи. Итак, меня зовут Азамат Ирбалин. Всем привет. Поехали. Первый навык. Итак, первый навык – это умение работать с информацией. В современном мире, в том мире, в котором сейчас мы с вами живем, информация доступна каждому. Десятки, сотни тысяч гигабайтов поступает к нам каждый день. И умение разграничивать тот ненужный информационный шлак от конкретной полезной инфы, это прям приобретает статус отдельного навыка. Информация – это то, что делает нас людьми и в целом влияет на наши мысли, действия, поведение и даже на характер. Сейчас, если мы даже представлять не надо, если мы посмотрим на детей, дети уже с 1 годика сидят в Ютубе. Да, они даже разговаривать не умеют, но родители им дают телефон, чтобы они не плакали, они сидят в Ютубе и уже получают информацию. То, насколько качественную информацию они будут получать, от этого зависит их будущее. И тот навык, про который я сейчас говорю, говорит о том, что нужно в действительности уметь разграничивать и отбирать эту информацию. Второй навык – быть гибким и адаптивным. В будущем, куда мы стремительно идем, это будет играть чуть ли не решающую роль. Почему? Объясню. Если раньше, да, мы могли поступить в универ и через 4 года пойти на ту работу, на которой отучились, то в будущем за 4 года наша работа может просто не стать. То есть этому всему причина, конечно, бурное развитие нейросетей, машинного обучения, искусственного интеллекта. То есть сейчас все меньше и меньше, да, рабочих мест в обычном понимании этого слова, и все больше каких-то новых профессий рождается. Сейчас в интернете только есть десятки тысяч профессий, направлений и специализаций. 10 лет назад этого всего не было, 30 лет назад это сложно было представить. Что будет в будущем? Конечно, это никому не известно, но быть гибким и адаптивным нужно уже сейчас. Как говорится, в мире выживает не сильнейший, а тот, кто умеет приспосабливаться. Иначе бы мы жили с динозаврами. Итак, третье – это финансовая грамотность. Финансовая грамотность, в моем понимании, это обычное умение управлять своими деньгами. Неважно, кто ты, да, строитель, врач, дизайнер, программист, да хоть кто. Ты каждый день сталкиваешься с деньгами. И это нормально, потому что мы живем в мире денег. Мы должны платить за еду, за жилье, за передвижение, за какие-то свои развлечения. Но чтобы быть благополучным, нужно уметь этим всем управлять. Спасибо, в рамках 3 минут это все. Всем пока.